Ассаламу алейкум рахматуллах, приветствую всех. На днях был сбит пассажирский самолет Азербайджана из авиакомпании «Азаль» на территории Российской Федерации. Система ПВО. На борту находилось 67 человек, из них 5 это экипаж. Остальные 42 с Азербайджана, 16 с Российской Федерации, 6 с Казахстана, 3 с Киргизии. О погибших известно только 38. То есть пока что говорится о 38 погибших. В связи с этим трагическим событием приношу свое глубокое соболезнование семьям и близким погибших. И также желаю здоровья и терпения и облегчения тем, кто остался жив. И хотел бы поговорить о том, что я последние дни вижу, и упрек в адрес чеченского народа, в адрес Чечни, и много негатива. И хотел бы, чтобы это дальше, чтобы не распространялось, разъяснить. Чеченская республика Ичкерия – оккупированное государство Российской Федерации, убив 350 тысяч мирных жителей, из которых 42 тысячи дети, нас сделали частью Российской Федерации. Наших президентов, наших лидеров, наших командиров, наших воинов убили. И поставили своих наместников на наших оккупированных землях. И там не стоит армия Чечни, или ПВО Чечни и так далее. Такого нету. Есть армия России, есть Российская Федерация. Вы на карте мира не увидите ни отдельное государство Чечня, ни отдельное государство Дагестан. Вы там видите Российская Федерация и республики, которые в составе этого государства. И никто не имеет права из-за того, что сделала Россия, обвинять чеченский народ и так далее. Много негатива в комментариях, много негативных видео я уже повидал от наших братьев и сестер. Поэтому будьте в высказываниях справедливы. Например, если бы Афганистан обвинял бы Азербайджан, или Казахстан, или Чечню, Дагестан, или другие республики в том, что мы напали на Афганистан, то это было бы несправедливо. Напал Советский Союз и отправлял наши народности против их воли. Тут такое же положение. Среди этих погибших граждан, людей, есть и наши. Есть чеченская женщина и другие. Поэтому не нужно всю эту беду скидывать на нас. Будьте справедливы, братья и сестры, в своих высказываниях. Каждое ваше высказывание несправедливость, вы будете отвечать перед Всевышним. Не забывайте об этом. И также найдутся те люди, которые вам поверят и дальше начнут оскорблять другие народы. Всем мира и добра. Ассаламу алейкум рахматуллах.